Уважаемые журналисты, дамы и господа, позвольте проинформировать вас об итогах заседания Совета министров иностранных дел СНГ. На встрече мы в конструктивной и доверительной форме обсудили широкий спектр вопросов. В ходе выступлений главы делегации традиционно обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в рамках сотрудничества и провели, на мой взгляд, открытый обмен мнениями. По всем вопросам, включенным в повестку дня, заседание достигнуто взаимопонимания. Были обсуждены основные итоги председательства Кыргызской республики в СНГ в 2023 году, в рамках которого на сегодняшний день проведено 45 мероприятий, среди которых молодежные дельфийские игры стран СНГ в Бишкеке и первый Иссык-Кульский электоральный форум «Выборы 21 века. Разнообразие, лучшие практики, актуальные вопросы и пути развития». До конца года планируется проведение еще 36 мероприятий, в рамках которых планируется проведение таких важных мероприятий, как заседание Совета глав правительств и Межпарламентской ассамблеи стран Содружества. За текущий год были предприняты конкретные меры по укреплению дальнейшего сотрудничества в рамках СНГ. Велась активная работа по расширению внешнеполитической координации. Нами утвержден план многоуровневых межмидовских консультаций в рамках Содружества независимых государств на 2024 год. На финишной прямой завершение правового оформления статусов партнера и наблюдателя СНГ. Конкретные шаги сделаны по реализации поставленных целей в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма, расширение сотрудничества в сфере судебно-экспортной деятельности и мерам борьбы с преступностью на среднесрочную перспективу. Большое внимание было уделено культурно-гуманитарному сотрудничеству государств-участников. Также особый акцент сделан на подготовку празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, являющейся важной датой для народов Содружества. По итогам заседания подписано 17 документов, которые будут представлены завтра к рассмотрению на саммите глав государств. Внешнеполитическим ведомством государств-участников СНГ отмечена эффективная работа Кыргызской республики, председательствующей в текущем году в Содружестве. По итогам достигнута договоренность о проведении следующего заседания Совета министров иностранных дел СНГ 12 апреля 2024 года в городе Минск, Республика Беларусь. В завершение своего выступления выражаю уверенность, что сегодняшнее заседание Совета министров иностранных дел СНГ станет прочной основой для конструктивного обмена мнениями по самым насущным и актуальным вопросам дальнейшего взаимодействия наших стран. Хочу заверить, что Кыргызская республика, как соучредитель СНГ, выступает за укрепление сотрудничества в рамках Содружества и дальнейшее развитие дружественных отношений между нашими странами. Благодарю за внимание. Уважаемые представители средств массовой информации, в дополнение к тому, что сказал председатель Совета министров иностранных дел, уважаемый Жээнбек Молдоканович, я бы хотел выразить не только от себя, как генерального секретаря СНГ, но и от всех участников сегодняшнего заседания искренне глубокую благодарность организаторам и сегодняшнего заседания, и я уже авансом говорю, завтрашнее заседание Совета глав государств, потому что это все происходит в комплексе, в едином ключе, единой командой. С первых дней пребывания и сотрудников исполкома СНГ, и передовых групп государств Содружества мы встречали очень такую поддержку в наших действиях, в усилиях, в общих усилиях по подготовке этих двух важных форумов. Гостеприимство, прекрасно были размещены, обеспечены транспортом и работали плечом к плечу. Почему? Потому что мы вот еще до моего приезда сюда, в Бишкек, столице Кыргызстана, общались с Жээнбеком Молдокановичем и обозначили нашу общую цель – сделать все для того, чтобы и сегодняшнее заседание Совета министров иностранных дел, и особенно завтрашнее заседание Совета глав государств прошли организованно, достойно, и чтобы была создана основа для подписания всех вносимых для рассмотрения документов. В
В ходе согласительного совещания вчера здесь, в Бишкеке, и потом последующие уже за рамками согласительного совещания очень интенсивные работы по согласованию документов, нам удалось достичь компромиссных формулировок, и результатом это стало подписание сегодня всех документов, которые были внесены на рассмотрение заседания Совета министров иностранных дел. Часть документов будут предложены завтра главам государств для последующего подписания. Это два важных заявления. В пресс-релизе вы можете подробно их точные названия прочитать, так, но это важные заявления. И, кроме того, сегодня на заседании Совета министров иностранных дел, я бы особо хотел отметить, был основным вопросом, прозвучавшим на заседании в расширенном составе, это согласование плана мероприятий по подготовке к празднованию в 2025 году в Содружестве независимых государств 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Этот подробный план также был одобрен министрами иностранных дел и будет предложен на заседании Совета глав правительств СНГ, которое пройдет здесь 26 октября этого года. Я бы тоже с большим удовлетворением, как генеральный секретарь СНГ, хотел бы отметить действительно очень плодотворную, такую насыщенную работу нынешнего председателя в СНГ Кыргызской Республики по проведению крупных масштабных мероприятий как на территории Кыргызской Республики, так и за ее пределами. Жээнбек Мулдаканович назвал уже ряд мероприятий, и в сентябре. Я уже не говорю, что самым насыщенным месяцем будет октябрь, поскольку здесь уже прошли заседания и некоторых отраслевых советов. Вот сегодня Совет министров иностранных дел, завтра Совет глав государств. Кроме того, не могу не отметить такие важные мероприятия, которые прошли в сентябре. Это как форум научной и творческой интеллигенции, заседание Совета по руководителей информационных агентств стран СНГ, тоже очень результативные встречи. И особо хотел бы отметить действительно результативность всех мероприятий, которые проходят на кыргызской земле. Это говорит о хорошей подготовке, о создании хороших условий для того, чтобы эти встречи заканчивались именно результативно. Впереди еще заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ 16-17 ноября. Я перед отъездом сюда общался с председателем Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ, это председатель Совета Федерации России Валентина Ивановна Матвиенко. Они придают большое значение этому заседанию Совета Межпарламентской ассамблеи, которое планируется в Бишкеке. И вот после сегодняшнего заседания я еще раз хочу выразить уверенность в том, что и это заседание, важное для Содружества, тоже пройдет организованно, достойно, и все гости смогут ощутить действительно традиционное гостеприимство народа Кыргызстана, но и ответственный подход соответствующих структур Кыргызской Республики. Сегодня уже шла речь на заседании Совета министров иностранных дел о передаче председательства в следующем году Российской Федерации. Сопредседателями в следующем году в Содружестве независимых государств будут Кыргызстан, как сдающий свои полномочия, и следующим председателем будет Республика Таджикистан после России. Вот были высказаны пожелания в адрес и Российской Федерации о том, чтобы эту эстафету достойного председательства они переняли и, соответственно, провели председательство на должном уровне. Еще раз большое спасибо киргизской стороне за гостеприимство, и хочу искренне пожелать проведения самого главного мероприятия в этом году под председательством Кыргызстана. Это завтрашнее заседание Совета глав государств. Спасибо.